Всем большой привет, друзья! Я рада приветствовать вас снова и надеюсь, что вы рады снова видеть нас. Мы подготовили для вас самые интересные новости. Так давайте же скорее посмотрим, какой была эта неделя. Меня зовут Богдана Акопян, и в этом выпуске. Где корреспонденты ВУВНа пропадали все выходные? Буккроссинг – отличное решение для книголюбов. В чем смысл жизни? Размышления студентов о вечном. Оружие слова, а не стрелы. В университете прошел Ворошиловский стрелок. И сперва я хочу рассказать вам о том, как я провела свои выходные. И пока вы не успели что-то возразить, нет, я не смотрела сериальчики. Вместе с моим вувновским коллегой Олегом Хохловым и еще несколькими студентами из нашего университета мы побывали на молодежном медиафоруме «Медиаток» во Владимире. Что там происходило, смотрите в сюжете. Форум прошел в 3 дня, с 15 по 17 апреля. На Медиатоке Владимирский государственный университет имени Столетовых впервые встретил студентов и медийщиков из разных уголков страны. По словам организаторов, главная цель – объединить участников из других вузов и помочь им обменяться друг с другом своими навыками и знаниями. Мы поняли, что нам очень не хватает такого сообщества, где именно будет не какой-то очень сложный конкурс, да, где действительно будет общение, дискуссии, где каждый может представлять свои проекты, создавать их реально в полевых условиях, потому что это экстремальные условия для каждого из нас. В первый день форума участников ждали заселение, открытие и вечерняя экскурсия по Владимиру. На торжественной части выступили студенты кафедры хореографическое искусство и спортивный танец Владимирского государственного университета. Они представили танцы разных стилей. Также ребята в театральной форме показали легенду о шамане. Второй день форума начался с дискуссионной площадки. Сперва спикеры рассказали о том, как правильно писать медиатексты и разобрали некоторые примеры. Затем обсудили презентацию молодежного медиацентра при Министерстве науки и высшего образования России. После дискуссии участники форума посетили на выбор один из 3 интерактивов – выставка народных костюмов, VR-путешествие от проекта «Лечу над миром» и медиацентра в ЛГУ. Сегодня у нас как раз в городе Владимир представлен женский национальный костюм. Я благодарю всех мастеров, которые мне помогли пошить этот костюм. Я очень благодарен тем, что сегодня этот прекрасный костюм у нас сегодня в городе Владимир. Далее была самая полезная часть форума для участников – работа по площадкам. Студенты смогли выбрать одну из 4 предложенных – видео, фото, копирайтинг и радио. Лекция по русскому языку мне понравилась, но в целом форум не дал каких-то новых знаний. Он просто укрепил старое, что-то напомнил, в памяти всплыло то, что забылось там с 1-го курса. Следующим этапом 2-го дня вновь стала работа по площадкам, но на этот раз их было 3. На первой рассказывали о продвижении аудиоконтента, на второй – о социальных сетях, а на третьей – о видеопродуктах и постпродакшене. Завершился день дискуссии, на которой обсудили студенческие медиацентры и каналы распространения информации в вузах. Я познакомилась с классным фотографом, на лекции у него я ничего не узнала, но я его поймала отдельно, и мы поболтали за репортажки, за продвижение и вот это вот все. То есть я для себя вытащила человека. В последний день форума участники представили и защитили свои проекты. Тема у всех была одна – «Один день медийщика во Владимире». Завершился медиаток беседой с экспертом Росмолодежи с российского конкурса «Моя страна, моя Россия» Еленой Яниной и награждением победителей. Богдана Акопян, Олег Хохлов, специально для ВУВНа. Перестать читать книги значит перестать мыслить, так писал Федор Достоевский. С этим высказыванием нельзя не согласиться, ведь книги сопровождают нас на протяжении всей жизни. Благодаря им мы узнаем что-то новое и пополняем свой словарный запас. Кстати, сегодня в мире празднуется День книги. И если вам хочется почитать что-нибудь, но нет желания покупать литературу или идти в библиотеку, то буккроссинг – отличное решение вашей проблемы. Буккроссинг – это обмен книгами между незнакомыми людьми, а также специальное место, оборудованное для совершения этого обмена. Цель буккроссинга глобальна – превратить мир в огромную бесплатную библиотеку. В Сыктывкаре точки буккроссинга расположены по всему городу, в том числе и в нашем университете. Площадки с книгами вы можете найти в зоне отдыха 1-го корпуса и на 2-м этаже корпуса на Катаева. Каждый может принести свои прочитанные или ненужные книги и обменять их на интересные для себя произведения. В нашем прошлом выпуске в качестве бонуса была музыкальная пауза. А в этом мы взяли минутку для размышлений. 20 апреля отмечался День поисков смысла жизни.
Мы вышли в коридоры университета и спросили наших студентов, в чем же заключается их смысл жизни. Сегодня день поиска смысла жизни. В чем, по-вашему, смысл жизни? Я считаю, что у каждого человека свой путь, свой смысл жизни, поэтому я не могу дать точный ответ на этот вопрос. А для тебя что смысл жизни? Для меня семья в будущем. В любви, в семье, в том, чтобы познать себя. Семья. Ну, в самой жизни, я так думаю. Просто жизнь многообразна в этом плане. Чем, по-вашему, смысл жизни? Ну, пожить ее достойно. Постижение чего-то нового. В первую очередь семья. И ценности в этом мире именно дети, семья, любовь. Добиться больших успехов, чтобы было о чем вспомнить. Так, а что же дальше? А дальше ворошиловский стрелок в стенах Сыктывкарского государственного университета. Не переключайтесь, и вы узнаете, кто победил в схватке за кубок ректора. В общеуниверситетском турнире ворошиловского стрелка поучаствовали 10 команд. В этом году интеллектуальное шоу посвящено празднованию юбилейных дат: 90-летию Коми Государственного педагогического института и 50-летию Сыктывкарского государственного университета. Цель мероприятия – поспособствовать интеллектуальному развитию студентов. А идея на самом деле пришла уже давно. Ворошиловский стрелок не первый год проводится у нас в университете. Зародился он еще в 2014 году. Сначала на базе Института истории и права, потом мы стали это развивать уже на уровень города. По сюжету игры соревнуются две команды друг против друга. Участники встают за игровые пульты. Каждое место имеет лампу определенного цвета – синего, зеленого, желтого или красного – и кнопку звонка. Задача – первым ответить на вопрос и выбить противника. Пока просто без комментариев, это правильный ответ по всем вопросам. Помимо истории университета, участников ждали вопросы из всех возможных сфер жизни. По словам организаторов, это делается для того, чтобы ребята развивались интеллектуально всесторонне. Впечатление страшно, не так, как на первом курсе. Игры более напряжные, я бы даже сказал. Когда все было как-то активно не видно, сейчас уже более как будто бы серьезно. По итогам всех сражений победила сборная команда «Шанишки» из институтов истории и права, социальных технологий и юридического. А звание лучшего игрока получил участник команды «Ахахах» Андрей Сазанов. Игра очень понравилась, было очень динамично, финал поразил, не ожидали такого. Вопросы интересные были, жаль, что слышно было немножко плохо. А так все было отлично. И хотелось бы побольше участников, новых команд. Валерия Голубева, Полина Холодова, Андрей Мишарин специально для Вовны. А на этом мы заканчиваем, но обязательно вернемся к вам через неделю. А вы пока учитесь, хорошо отдыхайте и обязательно ждите новых выпусков. До связи!